Доброе утро, скажешь кому-то, и будет ему очень доброе утро. И день будет добрый, и добрые встречи, и добрый, конечно, опустится вечер. Как важно и нужно, чтобы сразу с утра тебе пожелали добра. Дорогие друзья, вот и мы желаем вам добра. Это «Утро Якутии» на телеканале Якутия-24, НВК Саха. Меня зовут Павел Танин. В ближайший почти что час вместе с вами будем заряжаться на наступивший день, потому что сегодня на календаре 27 декабря, год почти что завершается, не то что неделя, а значит нужно все свои дела привести в порядок, потому что в Новый год нужно входить без долгов каких-либо. Поэтому, надеюсь, последние дни декабря вы используете по максимуму для того, чтобы все свои дела завершить. Ну и, конечно же, мы сегодняшний день будем сподвигать вас на то, чтобы, да, у вас все получилось. Ну и не будем затягивать. Перейдем сразу к тому, что мы для вас сегодня подготовили. Во-первых, давно известно, что люди разделяются на тех, кто начало дня приветствует радостной улыбкой и бодрым духом, и тех, кому до полудня лучше вообще не подходить. Оказывается, чтение за завтраком оказывает исключительно положительное воздействие именно на вторую группу страдающих сов, так называемых. Примерно полчаса чтения бодрит затуманенный сном разум ничуть не хуже, чем чашка кофе. Более того, чтение с утра исключительно положительно влияет на развитие умственных способностей, в частности, и здоровья в целом. Информация лучше усваивается, а голова отлично работает в течение всего дня. Ну а если не знаете, что читать, мы предлагаем приобрести свежий выпуск газеты «Якутия». Представляю анонс газеты «Якутия». В пятничном номере газеты «Якутия» вы, как обычно, узнаете самые главные и интересные новости уходящей недели. Итак, что запомнилось якутянам, чему они удивлялись и чем восхищались больше всего в 2024 году. Топ событий вы узнаете из нашей подборки. Впереди Новый год, а это значит обильные застолья и праздники. Гость нашей газеты – бар-менеджер ресторана «Крыша» Анатолий Христофоров расскажет о культуре питья, а также своих интересных экспериментах при подготовке вкусных напитков. О секретах профессии водолаза и нюансах спасения людей на воде вы узнаете из интервью с лучшим водолазом республики Дмитрием Осекритовым. В этом номере наш специальный репортаж посвящен Алдану и компании «Железные дороги Якутии». Вы знаете, что в 2024 году пассажиропоток составил более 420 тысяч человек. И это не предел. О планах компании, о нововведениях, которые порадуют пассажиров в нашем пятничном номере. Змеи Государственного цирка Республики предсказывают будущее. Вы помните о том, что следующий год – год змеи? Как работает дрессировщица змей? Чего нам ждать от хозяйки года? И почему змеи похожи на людей? Вы узнаете из материала Ирины Романовой. Кто из звезд родился в год змеи? Какие новогодние приключения они запомнили? Об этом мы тоже вам расскажем на страницах нашей газеты. И, конечно, в нашем пятничном выпуске самые интересные главные события года по отраслям. А еще нам предстоят долгие новогодние каникулы. Куда пойти на выходные? В нашей афише. Говорят также, что для того, чтобы проснуться, нужно посмотреть на что-то приятное и красивое. И оказывается, фотографии вкусной еды влияют на аппетит. Ученые из университета Макса Планка доказали, что аппетит может пробуждать даже фотографии аппетитных кулинарных рецептов. После просмотра нашей утренней рубрики «Блюдо дня» вам уже сложно будет отказать себе во вкусном и аппетитном завтраке. Всем доброе утро. Меня зовут Новгородов Евгений, я шеф-повар ресторана Kitchen. Сегодня мы приготовим закуску к вашему праздничному столу. Это будет рулетики в блинах с красной рыбой и огурцом, и творожным сыром. Собственно, начинаем собирать все. 2 блинчика. Мы выкладываем. У блинчика есть красивая сторона, есть некрасивая сторона. Вот красивая сторона должна быть наружу, а на некрасивую сторону мы будем выкладывать начинку. Я вот так его пополам разделю еще пополам, еще пополам, и еще пополам. И мне хочется вот такие вот. Вот примерно достаточно много будем выкладывать. Красная рыба. Примерно то же самое, что с огурцом. То есть нам нужно сделать головку, нам нужно начинку. Начинаем собирать нашу закуску на блин. Вкладываем творожный сыр. Можно сделать это ложкой, то есть если у вас это будет какая-то банка, просто ложкой выкладываете на блинцу.
Творожный сыр должен быть примерно вот такой толщины посередине блина, то есть чтобы он у нас уходил в полную ширину блина. И очень важный момент, творожный сыр нанести чуть-чуть сверху, вот так вот, и чуть-чуть снизу. Мы когда будем заворачивать блин, это поможет нам его зафиксировать, чтобы он у нас не раскрывался. Вся начинка, то есть сыр, огурец, лосось в соотношении идет примерно 1 к 1. И рыбка, соответственно. Все это начинаем заворачивать. Вот здесь вот сыр мы нанесли, мы его в блин зафиксировали, чтобы он у нас был плотный, и начинаем заворачивать. Опять же, приезжаем в сыр, который нам помогает этот блин зафиксировать, чтобы он у нас не разваливался. От лимона мы отрежем 1 дольку, она нам нужна будет на подачу. Лимон я обожгу горелкой. Горелкой дома, наверное, это не обязательно делать, можно обойтись обычной сковородкой, просто зажарить его на сухой сковороде с 2 сторон. Это добавит особенный вкус лимону. Он немножко карамелизируется, и у него будет очень приятный кисло-сладковатый вкус. И начинаю делить примерно на равной части, то есть где-то на 6 кусочков. Вот так вот мы нарезаем. Сверху я рекомендую полить каким-нибудь вкусным оливковым маслом. Наши блинчики с творожным сыром, огурцом, красной рыбой и долькой лимона готовы. Поливаем лимоном, кушаем. Всем приятного аппетита! Ну что ж, с утра подкрепились, конечно же, причем достаточно простым в приготовлении блюдом, безусловно, почитали, если было что почитать, то есть, соответственно, на день уже настроились. Теперь пора узнать, что же нас за окном сегодня ожидает. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 25 до минус 41, в заречной группе от минус 32 до минус 45. В южных 18-22 градуса мороза, в Вилюйской группе 23-28 со знаком минус. В Нижнеленских улусах от минус 38, в западных от минус 15 до минус 21, в Колымо-Индигирской группе улусов от минус 29 до минус 45, в Янских от минус 26 до минус 40. На северо-западе от минус 16 до минус 33. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 33 градуса, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается небольшой снег, ветер северный 1,4 метра в секунду, температура воздуха днем минус 33, минус 35 градусов. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро. Расскажем о самых заметных событиях этого утра. Вопрос о реализации проекта первой в мире атомной станции малой мощности в Якутии обсуждается активно. По словам главы республики, якутские студенты обучаются в российских вузах по специальностям атомной энергетики. Что касается сроков реализации проекта, то Николаев уточнил, что изначально планировалось завершить строительство станции мощности 50 мегаватт к 2028 году. Однако после совместной работы с Росатомом было принято решение построить станцию с мощностью 110 мегаватт. Ожидается, что ключевые этапы проекта будут завершены к 2030 году.
В портале труда и ТРК «Азия» установлены быстрые электрозарядные станции для электромобилей. Агрегат имеет мощность 150 киловатт, одновременно могут заряжаться 2 машины. Среднее время зарядки составляет 20-25 минут. Подобные станции будут установлены не только в Якутске, но и в Нижнем Бестяхе и Алдане, рядом с социально значимыми объектами. В следующем году планируется установка 10 подобных станций. Отметим, станции установлены в рамках соглашения Министерства промышленности Республики с Министерством энергетики России по программе предоставления субсидий из госбюджета. Станция работает через мобильное приложение. Человек подъезжает, устройства и сами зарядки, они разные в зависимости от автомобиля, но они универсальные, подходят для разных видов и марок. Вот заряжается быстро, через приложение человек его оплачивает и смотрит и контролирует заряд. Еще что удобно, в этом приложении можно увидеть, в каких местах расположены зарядки. Я лично очень рада, что у нас наконец-то в городе появились вот такие вот станции быстрой зарядки, потому что мы сами живем за городом. И вот когда, бывает же нужно вот срочно куда-то поехать, а с электрокаром всегда, это не всегда получается, потому что там всегда ориентируешься на заряд батареи. И вот такие вот штучки, быстрые зарядки, будут способствовать тому, что мы будем быстро заряжаться и экстренно куда-то выезжать. Законопроект по новому порядку предоставления республиканского материнского капитала «Семья» внесут на рассмотрение в парламент Якутии в первом квартале 2025 года. Инициатива, впервые озвученная главой региона, предполагает расширение мат-капитала на семьи, у которых родился 4-й и последующий ребенок. Он отметил, что из 10 тысяч с лишним детей, родившихся в этом году, каждый 5-й младенец родился 4-м или последующим ребенком в семьях Якутии. С учетом целевого капитала «Дети столетия» в следующем году единовременная поддержка составит 433 тысячи рублей. В первой школе города Ленска состоялось предновогоднее мероприятие. Для учеников педагоги устроили сюрприз. Ранним утром в последний учебный день ребят встречал Дед Мороз и Снегурочка. Во дворе школы была установлена елочка. Вокруг нее педагоги и самые смелые ученики водили хоровод и пели песни. Остальные наблюдали из окон учреждения. После небольшого утренника сотрудники школы передали денежные средства на помощь участникам СВО, которые собрали, проведя ярмарку. Сумма составила 243 тысячи рублей. Хотим большое спасибо сказать непосредственно за организацию данного мероприятия, за помощь участникам СВО. Первая школа одна из первых. Сначала СВО начинала оказывать помощь непосредственно участникам плетения маскировочных сетей, ну и оказывания других видов помощи. Изготовление тепловизионных накидок лешей, кикимора. Данная сумма собранная будет потрачена на Донецкое направление, позывной «Ворон», на приобретение комплектующих к F5 дронам и мавикам. Всем большое спасибо. Победа будет за нами. Глава Якутии направил в адрес мэра Якутска письмо с предложением присвоить обновленной площади столицы республики новое название – Площадь Республики. Айсен Николаев отметил, что получил большое количество положительных откликов на данное предложение. Но были и те, кто выступал против. Глава региона еще раз подчеркнул, что название будет присвоено лишь обновленной части. За площадью с памятником Ленину сохранится историческое название. Что мы обычно делаем в конце любого года? Конечно же, подводим итоги, и итоги подводятся везде и повсеместно. Наверное, один из таких больших пластов различных сообществ – это, конечно, студенчество, и в нем всегда тоже итогов каких-то за год накапливается немало. И немножко внутри этого существует и спортивное студенческое сообщество, а в итогах вообще жизни спортивной, студенческой в Якутии не только поговорим с нашим гостем. Это Александр Черкашин, председатель Российского студенческого спортивного союза в Республике Саха-Якутия, руководитель Центра физического воспитания и развития студенческого спорта Северо-Восточного федерального университета. Александр, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, как мы и говорим, итоги, да, в первую очередь, конечно же, хотелось бы узнать, какими, наверное, крупными спортивными мероприятиями в Якутии, студенчество в Якутии может похвастаться за 2024 год. За 2024 год у нас мы провели в мае месяце чемпионат России среди студентов по спортивной борьбе в памяти нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И отрадно, что мы 4-й раз выигрываем данный турнир, чемпионат. И второе мы провели в ноябре месяце Национальной студенческой футбольной лиги. Это
Здесь приехали 3 команды из Московской МИИ университета, Санкт-Петербургского горного университета и, конечно, чуть-чуть затронула политическую составляющую часть с Луганской Народной Республики, ДомГТУ университет. И, конечно, наш Северо-Восточный федеральный университет. Это был проведен на большом футболе. И этот матч показывали матч 2, футбол, то есть футбол 2, матч на ТВ-канале. Так что для нас это был большой успех. Ну, то есть фактически-то и межрегиональные в какой-то степени Да. такие крупные мероприятия. А на 25-е что-то уже планируется, запланированы какие-то тоже вот подобного рода по масштабам соревнования? Ну, по масштабам мы хотим провести студенческую волейбольную ассоциацию здесь, дальневосточный. Это планируем где-то в марте или в апреле месяце. И, конечно, конец года хотим провести тоже футбол, Национальной студенческой футбольной лиги. Ну, в этом плане. И, конечно, плюсы мы проводим каждый год, уже 3-й год подряд чемпионат России среди студентов по масс-рестлингу. В этом году мы провели в городе Сочи в университете Сириусе. И плюс, что отрадно, что выполнение мастера спорта было. Ну вот говоря про масс-рестлинг, вообще национальные виды спорта, понятно, что в Якутии национальные виды спорта развиваются всегда. Что касается других регионов, потому что все это проходит под эгидой студенческого спортивного союза, то есть вовлечены, скорее всего, все регионы нашей страны. Как они принимают участие именно в соревнованиях по национальным видам спорта, по нашим якутским? Мы провели в этом году в рамках фестиваля АССК. Там приехало более 62 региона стран наших, и участников было очень много. И, конечно, это было как пропаганда. И плюс к этому мы провели национальные настольные игры и наши игры Хаблахамска. Памяти нашего доктора педагогических наук, профессора Валерия Пантелеймоновича Кочнева. Так что мы в рамках этого фестиваля каких-то мы всегда включаем наш национальный вид спорта, чтобы все равно идет эта пропаганда. И плюс другие студенты очень вовлеченно интересуются. Это все равно какое-то развитие идет тоже. Ну, то есть, говоря про национальные виды спорта, не одним масс-рестлингом мы богаты, в принципе, есть что показать, и самое главное, другие регионы в это, в принципе, втягиваются. Да. И плюс хочу отметить, в следующем году хочу включить нашу национальную прыжки, студенческую лигу легкой атлетики в этом году открылся. Хочу, чтобы наши якутские прыжки пришли как Иш-Тугулюс, вошли в рамках вида спорта тоже. Ну, поговорим немножко уже про, так сказать, организацию работы Союза. 20 декабря мы знаем, что прошла отчетно-выборная конференция Российского студенческого спортивного союза, и на должность президента Союза был избран, кандидатура была поддержана Министерством спорта, в том числе Сергей Крюков, баскетболист. Большинством голосов он был выбран, и делегатов было более чем из 57 регионов. Что дает Союзу назначение в его фактически в руководство такому человеку, в принципе, в спорте, какие-то свои заслуги имеющие? Да, в этом году под Российским студенческим спортивным союзом уже включились Министерство спорта и Министерство высшего образования. И когда проходили этап отбора в исполком, там проходили 2 министерства этапа. И когда утверждение Фальков и Дегтярев министр проходили. И плюс раньше было более 50 с чем-то включено в исполком, а сейчас, включая президента и вице-президента, включая всего 12 человек. Ну и, кстати, вы тоже вошли в состав исполкома. Да, я вошел в состав исполкома. Это было нетрудно. Там пройти этапы очень много затруднений, потому что там защита проектов, плюс предыдущая работа 5-летие. И плюс там состав очень сильный такой, даже включен там как Олег Васильевич Матицын, председатель комитета по физической культуре Госдумы, директор Роспатриот-центра Елена Беликова. И плюс, вы, наверное, знаете, Минеев Владимир, который боец. Вот. Еще директор департамента массового спорта, физической культуры и спорта Министерства спорта Ураза Максим Сергеевич.
Ну, состав такой серьезный. Ну да. Да, и отрадно, что я попал в такой состав. И каждый будет отвечать по каждой направленности в этом году. То есть каждый за свой Да. сегмент. И мне выпала честь, буду за всю Российскую женскую спортивную союз отвечать по национальным видам спорта и малочисленным народам. Ну, на самом деле, мне кажется, это повод подумать о том, что национальные виды спорта Якутии все больше и больше будут интегрироваться в российскую студенческую спортивную жизнь. Да, не только якутская, а плюс еще весь регион нашей России отрадно. Потому что у нас в России очень много национальных, в каждом регионе есть национальные виды спорта. И хочу это поднять отдельную как лигу и провести фестивали и универсиады. Ну, я просто почему именно на якутске акцентируюсь, потому что, ну, родина, мы всегда болеем за свое. Конечно, безусловно, национальностей много и культура огромная, в том числе спортивные виды спорта. Александр, спасибо вам большое, с наступающим вас Новым годом. Но все планы, которыми поделились, надеюсь, сбудутся, а может быть даже и перевыполнятся в 2025 году. Обязательно. Вот. Ну, а если вы мечтали вырваться на новый уровень и стать лучшей версией себя, то пользуйтесь магической силой 27 декабря. Кармический календарь сообщает, что в этот день ставки делаются на саморазвитие. Вы ощутите особую потребность впитывать новые знания и опыт. Мечтали попробовать себя в новой сфере деятельности? Тогда сегодня просто озвучите это желание, и судьба пойдет навстречу, создавая для вас подходящие обстоятельства и буквально за ручку ведя к осуществлению цели. На календаре 27 декабря. Сегодня отмечают День спасателя Российской Федерации. По народному календарю Филимонов день. На Руси это время было самым теплым в году. Люди верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Считалось, что в Филимонов день кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей. В этот день в истории в столице Византийской империи Константинополе освящен храм Святой Софии. В 1929 году в СССР провозглашена политика сплошной коллективизации сельского хозяйства. В 1932 издано постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы. В 1945 основан Международный валютный фонд. В 1990 году образован Российский корпус спасателей. В этот день родились Михаил Барклай де Толли, российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года. Павел Третьяков, российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи. Василий Маргелов, советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза. Николай Сличенко, советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, народный артист СССР. Эммануил Виторган, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Жерар Депардье, французский актер, ресторатор. Именины отмечают Иларион и Николай. Жизнь как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. Альберт Эйнштейн. Неважно, с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться. Конфуций. Можно назвать еще множество цитат великих людей, которые призывают каждого из нас к движению в любом его проявлении, как в прямом, так и в переносном смысле. Участница танцевального клуба в Тамоте – яркий пример того, что движение – это жизнь, и жизнь – это яркая и счастливая. Здоровый образ жизни – модная тенденция нашего времени. Все больше людей посвящают себя спортивным занятиям, различным тренировкам, ведь это не только здорово, но еще и полезно. В городе Томот состоялось торжественное открытие танцевального зала. Проект руководителя клубного формирования Томотского центра культуры и духовного развития Натальи Ивановны Катаевой воплощен в жизнь. Теперь у коллективов «Алтан» и «Леди Дэнс» есть все самое необходимое для того, чтобы заниматься любимым делом. Для занятий танцами выделена часть помещения в недавно сданном доме. У меня и была цель набрать женщин, и чтобы они реализовались, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы у них было занятие, чтобы они двигались и вот из бытовухи, например, вот из бытового, они еще почувствовали себя женщиной, чтобы они где-то вот хотелось бы вот такого вот большой такой вот женского типа клуба,
чтобы они не только здесь танцевали, и они общались, чтобы они это. И вот когда в прошлом году, вот когда я начинала, мы начинали с маленького зала. У нас был такой маленький зал. Мы начинали с маленького зала. И я уже в мыслях поняла, что, оказывается, люди здесь хотят, очень хотят. У них есть желание, у них есть, вот я вижу в глазах, что у них все это происходит. И мне захотелось, чтобы у нас был просторный такой уютненький белый зал. Право перерезать ленту было предоставлено главе городского поселения Александру Сергеевичу Самарскому, директору Томутского центра культуры и духовного развития Наталье Викторовне Басман и Наталье Ивановне Катаевой. После торжественного открытия участницы танцевальных коллективов продемонстрировали то, чему научились под чутким руководством своей наставницы. Танцы – это не просто искусство. Это мощный инструмент, который способен менять жизни, вдохновлять и объединять людей любых возрастов. В обществе крепко укоренился стереотип, что если в детстве не занимался танцами, то во взрослом периоде осуществить мечту, выйти на паркет, слиться с музыкой, получить наслаждение, овации, призы и самореализацию будет невозможно. Но это совершенно не так. Года 3 или 4 очень просила. Ходила в горсовет. Ну, пожалуйста, делайте нам танцы. И я была в Белокурихе, и мне пришла ссылка, что на танцы. И я прихожу и познакомилась с Натальей Ивановной. И вот уже целый год я танцую, и целый год душа моя вот так улетает. И я так это все люблю, это просто замечательно. Спасибо большое, что взяли меня в танцы, и что я теперь танцую, и веселю народ. Народ радуется, радуюсь я. Мы самые возрастные в этом коллективе, но мы дождались, потому что мы пытались сами тоже что-то изображать, танцевали, даже просили, чтобы мы танцевали на сцене, но это было несколько раз в День Республики, например. А мы ждали очень долго хореографа, все просили, и потом все-таки мы дождались. И мы очень рады, что у нас вот такой открылся танцевальный зал. Мы многому научились, и мне кажется, мы даже немножко помолодели. Танцы в реальной жизни могут избавить от стресса, нервного напряжения, головных болей. Занимаясь танцами, легче найти друзей, стать выразительным и креативным, полюбить жизнь и наслаждаться ею, начать лучше общаться с другими. Мы когда-то бывшие солистки танцевального коллектива «Леди Дэнс», а сейчас в нашем городе появился еще и фитнес, где мы можем встречаться, устав от будней, от работы. Мы замечательно здесь проводим время. Плюс это спорт. Тренируемся, наслаждаемся, это спорт, да. получаем удовольствие и имеем спортивную шикарную форму. Да, силовые нагрузки, кардио. Поэтому все здорово. Мы очень рады, что в нашем Томоте теперь есть и это данное направление. Танцевальный зал станет не только местом для занятий, но и пространством для творческого самовыражения, где участницы коллективов смогут развивать свои навыки и демонстрировать их широкой аудитории. Тем временем на днях был получен снимок самой большой новогодней елки в мире. В НАСА опубликовали составное изображение, то есть собранное с помощью нескольких изображений, сделанных разными приборами, объекта NGC 2264, рассеянного звездного скопления, связанного с туманностью, и оно оказалось удивительно похоже на украшенную новогоднюю елку. Синие и белые огоньки на елке – это молодые звезды, испускающие рентгеновские лучи, зафиксированные рентгеновской обсерваторией НАСА Чандра. Зеленым же цветом показан газ туманности. Его запечатлел телескоп из обсерватории Кит-Пик. Скопление NGC 2264 находится в нашей родной галактике Млечный Путь примерно в 2500 световых годах от Земли. Некоторые звезды в скоплении относительно малы, а некоторые очень велики – от 1/10 до 7 масс нашего Солнца. Ну а сейчас мы предлагаем всем нашим юным телезрителям подойти поближе к экрану, ведь для вас, дорогие ребята, есть видеообращение. Да и для взрослых у нас тоже есть небольшое послание. Эгегегей! Здравствуйте, мои детишки, мои зайчики-мишки, медвежата-птички. Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
А мои птички к вам прилетают на окошечко и смотрят за вами. Убираете ли вы постель? Помогаете ли вы мамам, папам, бабушкам, дедушкам? Я посмотрю, если вы это все помогаете маму, убираете посуду, делаете уроки, то я обязательно вам подарю подарки на Новый год. А кто себя плохо ведет, тот подарок не получит. И также вы, уважаемые взрослые, и вас с наступающим Новым годом! Пусть у вас будет мир, тепло и согласие в каждой семье. С Новым годом! Знаете, ребята, а я от вас получаю письма, где вы просите подарить мне там куклу, машинку. А вот один мальчик попросил мне подарить ему телескоп, чтобы он мог за звездами наблюдать. Я, конечно, постараюсь. Я скажу Снегурочке, чтобы она обязательно положила этому мальчику телескоп, чтобы он мог посмотреть на звезды. Ох, ребята, какие вы озорники, как вы меня встречаете. Вы мне даже порой стишки под столом рассказываете. Но главное, что рассказываете, что вы ждали Дедушку Мороза. Ох, а какие озорники, а как вы танцуете. Вот один мальчик у меня танцевал за диваном. Ну что делать, Дед Мороз и за диваном тоже танчик посмотрит, твой веселый хороводик. Какие вы озорники. Ой, спасибо вам, ребята. А вы-то меня узнали? Кто я? Правильно, Дедушка Мороз. Я в этом году никого не заморожу, никого не простужу, ведь я самый добрый. Ребята, посмотрите, какая красивая елочка. А вы знаете, какая самая любимая песня у Дедушки Мороза? А? Правильно, в лесу родилась елочка. Давайте вместе со мной один куплет споем, вспомним, приготовимся к Новому году. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Молодцы, ребята! Вспомнили новогоднюю песню. Уважаемые взрослые, уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки, делайте для людей чудо, для маленьких наших ребят. Сделайте маленькую сказку. Ведь наше время, наше такое нелегкое время, обязательно дети должны верить в чудо. И вы верьте в чудо. Ведь обязательно, кто верит, оно наступит. С наступающим Новым годом вас всех! Счастливо! Ну, а буквально через несколько дней наступит самый любимый с детства праздник – Новый год. Каждый раз мы ждем какого-то чуда, невероятного, невозможного, сказочного. Наряжаем елку, украшаем квартиру, готовим подарки для близких и друзей, изучаем гороскопы, а повсюду долгожданный запах мандаринов. И обязательно вспоминаем, как в детстве мамы готовили нам маскарадные костюмы. Снежинки, зайчишки, космонавты, белочки, снеговики или, если повезет, снегурочки. Новогодний маскарад, что может быть прекраснее и загадочнее? Откуда же взялись в нашей жизни маскарадные костюмы, маскарады, карнавалы и традиции, с ними связанные? Эту традицию Петр привез из своих путешествий по европейским странам. Позднее русский народ лишь немного дополнил ее, сделав главным героем седовласого деда с морозным посохом и грозным характером. Смягчала морозный гнев деда внучка Снегурочка. Постепенно маскарады прижились на Руси и при Анне Иоанновне. На костюмированных балах особой популярностью пользовались маски. Наиболее большого развития пышные дворцовые маскарады приобрели при Екатерине II. И именно при ней карнавальные костюмы начали надевать в канун Нового года. Как мы видим, детей того времени в основном наряжали в лесных обитателей. Наверное, каждый мальчик был когда-то зайчиком или серым волком, а девочки снежинками или бабочками.
На самом деле, я не открою, как говорится, секрет моего детства. Люди моего возраста, в принципе, всегда девочки были снежинками. Ну и, конечно же, я была тоже снежинкой очень долго. Начиная с детского сада, мальчики были зайчиками, девочки были снежинками. Ну, это была вот такая традиция новогодняя. Ну, а потом в 8 классе я уже была членом племени индейцев. Вот такая эволюция случилась в моей школьной жизни. Именно в плане маскарадных костюмов. Да и, пожалуй, каждый, кто родился в СССР, вспомнит хоть одну такую маску, как Чиполлино, Деда Мороза, Волка, Бабы-Яги и даже Кощея Бессмертного. Ну, я в детском саду, помню, был клоуном, и у меня вот нос такой из упаковки, ну, киндер-сюрприза же был в то время. И еще я был Маугли, и за мной бегали вот стая волков. И в начальных классах я был тигром, и помню Кощей Бессмертный. И бумаги вот налепили, чтобы было видно, как кость. Папа одноклассника был зуботехником, и он сделал вот как настоящие человеческие кости из гипса. Как-то было правдоподобно в то время, и он, по-моему, занял первое место. А уже в 90-е с приходом в страну диснеевских мультфильмов утренники заполонили русалочки, Зора, персонажи комиксов и супергерои всех мастей. В детстве мне очень нравились красивые нарядные платья, поэтому я всегда хотела быть снежинкой, либо какой-нибудь принцессой. И обычно я была феей. Феей с колпаком, с красивым платьем и с палочкой волшебной. Это сейчас наши с вами братья и сестры, племянники и племянницы наряжаются в готовые маскарадные костюмы. А в то время, как вспоминают наши герои, все делалось вручную. Ну, знаешь, не было у нас, к сожалению, тогда китайского рынка под боком, поэтому наши мамы изгалялись. В общем, фантазия была у всех, как говорится, очень, скажем так, да, фантазия богатая была, креативили наши мамы. Но все, в общем, пользовались такими лайфхаками, как использовали платья. В смысле, в общем так, наши мамы шили платья для снежинок из марли. Это покупали прям целые тюки такие, вот, и вымачивали это все в крахмале. Ну и потом елочные игрушки, которые было не жалко разбить, ну или которые разбились в процессе использования, их просто крошили и наклеивали в виде там звезд различных, там каких-то блестяшек, ну вот как-то так. Использовали еще дождик, тоже его наклеивали. Это была очень кропотливая работа, то есть костюм снежинки мама могла изготавливать буквально всю ночь, трудиться над этим костюмом. В то время мы, естественно, платье красивое покупали, и на платье уже прикрепляли, например, снежинки, из мишуры что-то, может быть, добавляли, дождики. Вот. Ну, как-то украшали наряд, и получался красивый маскарадный наряд. Тогда не было ни сотовых телефонов и компьютеров. У наших родителей было куча времени для фантазии. Костюмы на Новый год делали всей семьей. Именно этот труд и объединял семьи в предновогодние вечера. Здесь была и романтика, и свое семейное волшебство, которое плавно потом переходило в новогоднюю ночь, когда под бой курантов все друг другу желали здоровья, любви и семейного благополучия. Действительно, Новый год – это особенный праздник. Он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. И сегодня, встречая этот год, мы хотим вам пожелать всегда радоваться как ребенок, веселиться и ловить каждый момент этой жизни. Дмитрий Тымыров, Виктор Дичковский, Якутск. Ну а на очереди наша постоянная рубрика «Музейный гид». И сегодня она посвящена не картинам, не экспонатам, не выставкам, а совсем маленькой девочке. Почему? Узнаем далее. Дорогие друзья, сегодня в преддверии самого замечательного волшебного праздника Нового года
Этот праздник, который любим и взрослыми, и детьми, у нас необычная музейная рубрика. Впервые в музей вступила маленькая ножка очаровательной юной посетительницы, у которой такое музыкальное имя – Аурика. Мы надеемся, что музей для нее станет добрым домом. Мы желаем, чтобы в этом году музей посещало много маленьких юных посетителей. Ведь все начинается с детства. Любовь к искусству, к истории, поэзии, литературе, музыке. Ведь музей – это драгоценная шкатулка, которая, открывая, получаешь не только знания, но и смягчаешь сердце и наполняешь душу любовью. И так приятно, что юная посетительница Аурика Кривякина, которой всего исполнилось 4 года, решила поздравить всех жителей Якутии с этим замечательным праздником. Огоньки-мандаринки, украшают все дома, тихо падают снежинки, в гости к нам пришла зима, Новый год уже стучится, все случится, вот-вот-вот. Дед Мороз в гости примчится, и наступит Новый год. Ну а сейчас мы вновь готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Мы продолжим рассказывать о самых заметных событиях этого утра. В 2025 году поставок новых самолетов для авиакомпании «Якутия» не будет. Поставки для российских авиакомпаний запланированы на 2026 год. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Якутии Айсен Николаев. Он также прокомментировал назначение в Рио генерального директора компании «Якутия», которым стал Владимир Николаев. В последние годы он отвечал за безопасность в авиакомпании, занимая должность заместителя генерального директора по управлению безопасности полетов. Айсен Николаев отметил, что в условиях санкций вопросы полетной безопасности должны быть в приоритете. Центр активного долголетия в Якутске планирует создать в 2026 году. В начале следующего года вопрос будет рассмотрен и принято окончательное решение. Центр должен стать местом притяжения активных жителей старшего возраста в Якутске. Цель нового учреждения не только обеспечить пожилым людям возможность активно участвовать в жизни общества, но и помочь им раскрыть свои таланты. На итоговом мероприятии якутского филиала Госфонд «Защитники Отечества» состоялась торжественная церемония награждения. Более 30 участников СВО были награждены орденом мужества посмертно. Среди них Иван Вараксин, чья награда была вручена его матери, Ларисе Григорьевне Петровой. С глубоким чувством гордости и скорби Лариса Григорьевна поделилась воспоминаниями о сыне, который помимо работы в реанимации владел множеством профессий – от столярного дела до кулинарии. На мероприятии также были награждены отцы участников СВО наградой общественного признания «Отец солдата». Я горжусь своим сыном. Он был кормильцем семьи. Помимо моего сына у меня 2 дочери. Сейчас волнительный момент, поэтому не могут сказать. По характеру трудоголик, он постоянно помогал, поддерживал за сестрами и очень был добрый. После гибели я решила помочь свое население. Сын мой просил: мама, если что-то со мной, не забудь своих земляков, наших, моих близких, друзей. Помоги, пожалуйста. Сегодня на площадке детского интернет-канала «Чохон» при НВК «Саха» состоится премьера первых 2 серий анимационного сериала «Той-Той Ботур», основанного на сюжетах эпоса Олонхо. Всего мультсериал будет состоять из 7 серий, в которых будут показаны приключения маленького героя по имени Той-Той. Сценаристом сериала является известный драматург Семен Ермолаев, научным консультантом знаток Олонхо Айталина Кузьмина, режиссером Альберт Габушев. Продюсером проекта выступила Дарья Ермолаева.
В алмазной столице юным жителям на зимних каникулах представят веселую и поучительную постановку «Морозко». Актеры Мирнинского театра покажут зрителям свою версию старой и известной всем сказки. Смысл ее остался тот же. Всегда стоит верить в дружбу и любовь, оставаться верным своим убеждениям и цели. Такие серьезные понятия, как честность, смелость и справедливость, детям покажут через причудливые повороты сюжета. «Морозко»? Ну, наверное, потому что это ассоциация прямая с Дедом Морозом. А Морозко – это как бы немножко отголосок Деда Мороза, можно так сказать, который немножко такой шкодник, чуть-чуть вот не сам конкретно Дед Мороз. Дед Мороз – это все равно такой более добрый, увесистый дедушка, как. А здесь Морозко – это все равно немного что-то и Дед Мороз, и Морозко. Вот. Любовь, доброта и теплота, наверное. Ну и, наверное, скорее всего, больше всего это мораль сказки самой. Добро всегда побеждает. Новогодняя ночь обещает быть морозной. По данным Якутского гидрометцентра, в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается похолодание до минус 43 градусов. Днем температура примерно достигнет до минус 39. Прогнозируют, что и первый месяц 2025 года также может вернуться к норме зимнего температурного режима в республике. Точность прогноза при этом пока составляет порядка 70%. Как сообщили специалисты, данные будут обновляться. Отметим, что аномально теплую зиму в этом году связывают с течением воздушных масс над республикой. Подобное происходило в ноябре 2021 года, когда среднемесячные значения отклонились от нормы практически на 10-15 градусов. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего дня и до встречи в эфире. Новогодняя ночь способна превратиться в пытку для тех, кто практикует ранний отход ко сну, сообщил сомнолог. Она дала несколько ценных рекомендаций для россиян, которые боятся проспать праздник. Побороть сонливость можно посредством яркого света, так как он блокирует выработку мелатонина, гормона сна. Поэтому специалист советует зажечь хорошее освещение во время празднования. А еще заряд бодрости подарят цитрусы и громкая музыка. Кроме того, не пропустить праздник поможет дневной сон и употребление кофе, содержащих напитков, однако не позже, чем за 8 часов до сна, сообщила специалист. В заключение специалист посоветовала включить в рацион зелень и белковые продукты на следующий день после праздника. Это поспособствует более быстрому восстановлению организма и нормализации сна. Ну а тем временем, конечно же, Новый год — это всегда пора, когда мы хотим загадывать желания, ставить новые цели и сверять, достигли ли мы целей, которые ставили на этот год. Ну и согласно психологическому словарю, мечта — это воображаемый образ желаемой действительности. Простыми словами, это то, чего бы мы больше всего хотели, к чему стремимся в принципе и ради чего живем. То, что наполняет жизнь смыслом и заставляет нас меняться к лучшему. Вот в делах мечтательных мы сегодня попробуем разобраться в психологии постановки цели, в том числе с гостем нашим поговорим об этом. Это психолог Октябрина Рыкунова. Октябрина, доброе утро. Доброе утро. Вот. С наступающим вас. Вас тоже с наступающим. Собственно, действительно, каждый год мы садимся за стол, вот в следующем году хочу так-то, так-то, так-то. Вариантов достижения цели, во всяком случае постановки, огромное множество. Одним, наверное, из самых распространенных, и часто мы слышим об этом, это карта желаний. Вот как она работает, что это такое, есть ли какое-то научное обоснование, что карта желаний может сработать? Карта желаний – это очень хороший инструмент для того, чтобы мог человек визуализировать то, что он действительно хочет. Это вот человек, например, написал список, и потом он этот список визуализирует, и наглядно-образное мышление работает уже за него. Можно ее повесить куда-нибудь, можно положить ее, но ее надо делать правильно. То есть нельзя туда налепить абсолютно все, что ты нашел в журнале, допустим. Это нужно, конечно же, делать для того, чтобы ты правильно увидел то, что ты хочешь, и потом через некоторое время, когда человек уже начинает что-либо достигать, у него этот процесс запускается. Тут ничего волшебного нету, это человеческий, получается, организм получает именно то, что ему дает картинка, да, картинка, и он начинает уже правильно
в сторону мечтать. То есть, в принципе, там, с научной точки зрения это работает так, что ты постоянно видишь вот то, что ты хочешь, и у тебя как будто бы Ты мозг... знаешь, что ты хочешь. Ну, да. знаешь, еще и видишь, Да. и у тебя начинает мозг сам уже подсознательно тебя к этому как-то Это процесс осознанности. подводить. Вот. А вообще какие-то есть, если мы не говорим там про карту желаний, потому что кто-то не делает карты желаний, кто-то вот там у себя лично там в сердце хранит какую-то мечту. Есть ли какие-то психологические и другие приемы, да, по достижению мечты? Почему вот у некоторых людей, ну вот смотришь иногда, как будто бы вот реально, о чем не помечтают, все сбывается, у некоторых как будто бы, ну, не очень с этим, не очень везет, скажем так. Ну, вообще, конечно же, я, например, на своих консультациях всегда изначально, это очень хороший метод диагностики, спрашиваю и говорю, напишите, пожалуйста, то, что вы хотите, что вас делает счастливым. Это показывает, какая жизнь у человека, наполнена ли она. Например, карты желаний или вообще мечтания, они олицетворяют то, как человек вообще в целом живет. И поэтому психологические приемы именно для того, чтобы вот так вот сделать, узнать, да, например, это погрузиться в себя, это заземление. То есть я начинаю думать о своей жизни с призмы осознанности, и, конечно же, люди, которые постоянно это делают, регулярно, они уже больше это не желание, да, это, конечно же, становятся целями. Цели они разбивают, и таким образом, потихоньку достигая их, да, у них появляется в своей психике такая установка, что они могут достичь того или иного, и потом это уже просто увеличивается в размерах. И они как бы находятся в определенном уровне, и этот уровень уже не снижается. То есть главное желание в цель превратить, и, в принципе, тоже один из Да, и есть приемов. один момент, то, что желание, конечно, оно должно быть обязательно реалистичным, то есть это должно быть по смарту, это должно быть ограничено во времени. Если ты зарабатываешь, допустим, 50 тысяч, и ты хочешь, например, там, $1 000 000, да, это, конечно же, нереалистично. Нужно выбирать именно желания. Их должно быть не так много на самом деле, но они должны быть такие, которые ты искренне хочешь. А еще самое главное, сейчас же в эпоху интернета ты смотришь, например, да, у кого-то вот это, у кого-то вот это, но именно искреннее твое желание, оно вызовет у тебя именно те эмоции, которые ты захочешь достичь. Например, ну, хочу мотоцикл, да, я хочу мотоцикл. Или все-таки это то, что там все классные такие ребята катаются, да. Нужно мотивацию узнать. Может, это кризис какой-то, может, это то, что я просто там у кого-то подсмотрела. У всех есть, тоже хочу, да? Да, у всех есть, тоже хочу. Это очень часто встречается. И потом, когда человек этого не достигает, он, конечно, начинает переживать. И он начинает стрессовать из-за этого. По сути, проблема, что не искреннее желание. Конечно, да. А вот еще другой момент, да, есть же люди, существуют, которые, ну, скажем так, боятся мечтать, да, то есть кто-то там с прагматической точки зрения, даже элементарно, мечтой же может быть там поездка в отпуск куда-то, нет, вот там, ну, там вот здесь у нас бюджет там семейный там или личный не сходится и так далее. Как бы, как с этим бороться? Или, с другой стороны, они тоже правильно к делу подходят, эти люди? Умение мечтать — это вообще детская, получается, функция. Да? Дети, у детской психики есть такая функция, что она закрывает все и очень много фантазирует. Но потом с определенным опытом, социальным, например, каким-то воздействием у нас происходит то, что мы начинаем все-таки из-за своих страхов, например, да, перестаем эту функцию выполнять, у нас психика как бы со взрослением начинает немножко стагнироваться. И, если честно, я считаю, что эту функцию нужно постоянно поддерживать. То есть ты должен постоянно думать о том, что бы ты бы реально хотел бы сделать, как бы там ни сложились обстоятельства. Потому что именно это двигатель прогресса из жизни, именно это дает большое количество энергии. И человек не должен вот так вот себя, например, очень сильно зажимать. Но при этом, как бы, опять же, мечтать и магическое мышление, например, иметь, да, я там выиграю в лотерею или что-то, это перенос ответственности. То есть должно быть так, что я могу, в принципе, это выполнить и должен об этом думать, но не блокировать, в общем, себя вот так вот. Потому что, ну, как я и сказала, это энергия, это силы, и это вот умение, навык, да, который нужно постоянно развивать в течение жизни. Ездить, путешествовать, смотреть и думать о том, что я хочу. В общем, не бояться мечтать. Октябрина, спасибо большое за такую легкую психологическую консультацию, скажем так. Я думаю, в преддверии Нового года полезно будет нашим зрителям. Ну, мне тоже она была полезна, честно сказать. Потому что я вот, наверное, из той категории людей, которые так, здесь бюджет не сходится, наверное, надо где-то подужаться. Сейчас у нас небольшая такая творческая нотка будет, после которой вернемся и расскажем кое-что, что вас ожидает уже завтра.
Ах, морозные деньки, позамерзли лужи. Встала ёшка на коньки, чем я девок хуже. Разбежались ноги брось, эко неумеха. А Кощей смеется, брось, странная потеха. Злится старая чуток, непослушны ноги. Ну, пройдусь еще разок, встану без подмоги. И пошла по льду гулять конькобежка-ёшка. Синяков десятков 5, эх, не виртуозка. Удивляется Кощей, вот, дает бабуся, может, тоже вслед за ней на коньках пройдусь, нацепил коньки, и ох, чай не лаком шит, чай, и я не так уж плох, будем вместе биты. И уже через часок в этой зимней сказке закудрявился каток, словно в дикой пляске. Царь царицу Иван за Еледой следом, леший катит бусурман вместе с людоедом. Тут Емеля слез с печи, вдруг пропала дрема, покатаемся, кричит Белоснежка гномом. На коньки сплакнув чуток, Несмеяна встала и сбежала на каток Золушка из зала. Смотрят завистью дома, окнами сверкая. Ах, волшебница зима, сказка ледяная. Елка наряжается, праздник приближается. Новый год у ворот, ребятишек елка ждет. С Новым годом! Вот еще такое небольшое зернышко в мисочку предновогоднего настроения. До Нового года, да, остаются считанные дни, и поэтому, конечно, я закончу сегодняшнюю программу тем, с чем ее начинали. Конечно же, успевайте сделать все свои дела. Жизнь дала нам 6-дневную рабочую неделю, у вас поэтому времени должно хватить. Хорошего вам, конечно, настроения. Ну а завтра мы вас всех, дорогие друзья, приглашаем к экрану в это же время, но уже немножко не в этом же месте. И более того, ожидает вас небольшой сюрприз. Будут наши новые соведущие, вы на них посмотрите. Я думаю, вам понравится, потому что завтрашнее утро будет уже по-настоящему новогоднее встречать. Ну а на сегодня хорошего вам настроения, отличного дня и успехов во всех ваших делах.